Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Месяц август. Что вас ждет, что вам по судьбе, ну и самые яркие, запоминающиеся моменты этого месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя мысленно, либо вслух, так и спросите, что мне по судьбе в августе. И давайте вместе с вами посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют то, что сейчас рассказывает, чего желает знать. Так, мои хорошие, какая у меня тут парочка очень красивая образовалась, прям в корне рисунка. Два человека, несмотря на какие-то сложности, трудности, закрытые дороги, подводные камни, друг друга обретают. Смотрите, какая красивая женщина и какой сильный мужчина рядом. Стоят, друг к дружке прижались, очень рады и очень счастливы. Мои хорошие, вы все разные. У кого-то есть любимый человек рядом, но отношения не ладятся. У других нет любимого человека рядом. Август обещает вам много-много любви, много-много счастья и решения всех тех проблем, которые стояли, лежали на пути к вашему личному счастью. Вот она, счастливая пара, прям в корне. И все преграды, смотрите, все они как поломанные, сдвинутые, да, уже ничего не мешает. Два человека любят друг друга, два человека абсолютно счастливы. Так, для мужчин. Для мужчин в августе прорыв намечается. В делах, в карьере, в бизнесе, в зарабатывании денежек намечается прорыв. Причем невероятный прорыв. Очень похоже на какой-то фейерверк, салют. И красиво, и захватывает. И действительно такого еще не было. Но мужчины точно будут в ударе. Чем бы мужчина ни занимался, его ждет успех. Именно вот в работе, в делах. Что касается женщин. Но у женщин какой-то серьезный вопрос по здоровью решится. Здоровье — вещь хрупкая, и у многих, к сожалению, да, есть проблемы. Вот что бы у вас ни болело, что бы вас там не пугало, не смущало, с чем бы вы ни столкнулись, именно в августе вы себя гораздо лучше почувствуете. Но оно и не мудрено. Когда женщина счастлива, она очень быстро регенерирует. Да? У вас появляются эти дополнительные внутренние силы, которые помогают бороться с всякими неприятными и опасными состояниями, болезнями. Сильно мне нравится то, что я вижу. Так, еще вижу, что вы наконец-таки с какой-то очень тонкой, как веточка, да, веревочка, веточка, на чем-то тонком вы таком сидели и в каком-то шатком положении находились. Вот в августе вы наконец-таки с этого сойдете, слезете, да, вы твердую почву под ногами почувствуете. Возможно, вы за что-то переживали, либо действительно в подвешенном состоянии находились. Да, возможно, вот судьба ваша решалась. В августе все решится, все случится. Прямо под ногами вы почувствуете твердую почву, почувствуете себя абсолютно уверенным человеком. Какие-то страхи отступят, какие-то неприятности отойдут. Опять же, в голове у вас прояснится. Вот этот туман страха уйдет, да, туман переживания уйдет. Классное состояние вас ждет. Чуть дальше у кого-то показан отдых. Отдых заслуженный и отдых очень активный. Вы все разные, кто-то действительно любит активно отдыхать, кто-то любит просто вот лежать и ничего не делать. Но
В данном конкретном случае показан активный отдых. Здесь много движения, много всего интересного. Вы отдыхаете, что-то делая, либо чем-то занимаясь. То есть вам такой отдых очень-очень по душе придется. И вы действительно отдохнете. Отдохнете именно с пользой. Ну, а кто-то из моих дорогих зрителей действительно отдыхать куда-то вот прям далеко-далеко поедет, в новые красивые места. И отдохнете, красивые места посмотрите. Хороший отдых вас ждет. Тьфу-тьфу-тьфу. Вилка с 2 зубцами упала вниз. Ну, здесь либо люди, 2 человека, такие вот острые проблемы создавали вам, либо какие-то 2 острые ситуации, которые над вами вот прям нависали. Упала вниз зубцами, значит, вам это больше не грозит. Да? С этим будет покончено. Не могу сказать, при каких обстоятельствах, но вот четко показали, упала вниз и вот этими зубцами воткнулась. То есть уже не остро. Все, закончено. Так, какой-то человечек к вам придет, приедет. Тот, кто обещал, либо та, кто обещал, вот этот человек и приедет, либо наконец-таки до вас дойдет. У одних отыграется это любовь любовное обещание, у других отыграется это какое-то деловое обещание, ну, либо клятва, которая вам была дана. Человек именно в августе ее сдержит. Но появится такая возможность, да, у человека все получится. Вот вижу, что идет, и как раз в августе к вам придет женщина либо мужчина. Но тот, кто обещал, либо та, кто обещала. Здесь не просто так человек вот взбрело в голову, вот приду. Нет, здесь именно было дано обещание, клятва. Вам слово дали, да, что вот я приду, либо я вот там вернусь, например, и что-то для тебя сделаю. Это именно в августе случится. Причем где-то вот ближе ко второй половинке августа. Странный поворот событий для тех, кто работает. Вижу, что у кого-то на работе есть человек, который вам очень сильно мешает. Мешает до такой степени, вот хоть увольняйся. Может, проблемы создает, может, вас донимает. Может быть, так паршиво работает, а вам потом приходится и за этого человека дорабатывать, и еще и вас, может быть, распекают из-за этого человека. Какой-то дурной человек. Тут и глупый, и наглый, и, опять же, очень проблемный. И вижу, что неожиданно одним днем этот человек как со всеми попрощается. Ну, либо сама уйдет, либо уволят этого человека. Но это как-то в один день все случится. Этот день для вас прям самый светлый, самый прям радостный. Вам сложно будет в это поверить, но потому что это действительно желание вашего сердца. Не видеть этого человека, не встречаться с этим человеком ни при каких условиях. Вот в таком ключе. И опять же, если речь идет о какой-то конкуренции, ну, например, у вас твой бизнес, и какой-то один конкретный человек вам очень сильно мешал, опять же, одним днем этот человек просто свернет все свои дела и исчезнет в неизвестном направлении. Вот такая ситуация показана. Так, вижу вас, и перед вами большая книга открыта. Но это знание, это наука, это знание, изучение, обучение, понять, в чем суть, узнать истину. Да? Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но чего бы это ни касалось, это для вас большой-большой плюс. То есть большим-большим плюсом отыграется. То есть это и на пользу, и во благо, ну и там в избавление, в спасение, у каждого по-своему отыграется. А у кого-то прямо отыграется. Вы сядете за книги, что-то будете изучать и будете в этом очень успешны. Кстати, еще по таким книгам регистрация проходит. Да? Зарегистрировать что-то, зарегистрировать фирму, зарегистрировать брак. Да? В таком ключе информация. Большая книга открыта перед вами. Так, звездопад. Да, у нас обычно в августе звездопады и проходят. Вижу, что звезды будут лететь, но очень быстро будут лететь. И вы должны быть максимально ловки и сосредоточены. Выбрать то, что вы конкретно хотите, либо что просит ваше сердце. И не бежать за всем, что падает, а за чем-то конкретным нужно вот встать, подождать и схватить.
много возможностей будет, но эти возможности, они очень быстро, вот знаете, вот загорелось, пролетело, загорелось и пролетело. Вот, не рассеивайте свое внимание, сфокусируйтесь на чем-то одном и возьмите от жизни самое лучшее. Такой шанс вам по судьбе будет дан. Да? Можно схватить именно то, что вы истинно хотите, то, что истинно желаете. Но нужно сфокусироваться будет на чем-то одном. Так, я еще вижу, что две женщины тихо, мирно решат какую-то очень серьезную проблему. Непонятно, чья это проблема. Либо их общая, либо кого-то одного из них. Но вдвоем, тихо, мирно, спокойно они что-то делают, и решение приходит. Да? Ситуация сама по себе схлопывается. Две женщины. Дорога прекращается. Куда-то вы постоянно ходили, и это забирало у вас очень много сил, много энергии, много сил. Вы уставали от этой дороги, вы уставали от этого постоянного движения в какую-то одну определенную сторону, как по какому-то адресу вы постоянно ходили, и вам это очень не нравилось. Смотрите, именно в августе дорога эта прерывается, да, вам больше не нужно будет туда ходить, либо появится возможность, чтобы туда не ходить. Для вас это радостное событие. Овца обрастает шерстью, причем шерсть очень красивая, такая, знаете, как золотое руно. Мои хорошие, вам очень захочется подстричь эту овцу, но вы, пожалуйста, не спешите. Здесь важно выждать своего времени, либо понятно, что разные ситуации бывают, да, хочется всегда быстрее, вот здесь и сейчас, но здесь советуют именно обождать. Очень красивая шерсть растет. Вы дождитесь до конца месяца, а потом и подстрижете эту овцу. И тогда вы получите максимальную выгоду. Ну, в прямом смысле этого слова. Выгоду в каком-то деле, в какой-то важной для вас ситуации. Крысы бегут с какой-то маленькой лодки. Крысы. Вам удастся вывести крыс. У кого-то в прямом смысле этого слова, да, может быть, там мыши, крысы покушаются на ваши запасы и пытаются поселиться по соседству в вашем доме, да, с вами вместе проживать. Это у одних отыграется, и вам удастся их вывести. А у других отыграется это плохие, противные люди, которые постоянно лезут к вам, лезут в вашу жизнь, лезут за вашим. И вы что-то придумаете, и всех этих крыс выведете. Будут убегать в разные стороны эти крысы. Что-то вы придумаете, что-то вы такое сделаете, что даст очень стойкий, долгий и максимально эффективный результат. Так, кому-то из моих дорогих девочек удастся скинуть пару лишних килограммов, причем без каких-то особых усилий. Ну, здесь чисто сила воли, да, наверное, ваша. Ну, либо ваше стойкое желание, что вот хочу влезть в это красивое платье. Либо хочу вернуться в свой прежний размер. Как-то быстро и без труда. Не могу сказать, каким образом, но вот вижу, что вы смотрите на свое тело и телу своему рады. Да, вот то, от чего хотели избавиться, оно уйдет. Большая жаба душит женщину. На грудь прям ей села и душит ее. Там за шею вот так взяла и душит. Зависть к вам, того, с кем вы дружите, либо прям очень-очень близки. Вы эту жабу будете видеть на этой женщине. Вы даже ее будете слышать, как она квакает. Какие-то слова, знаете, как между строк будете читать. Мои хорошие, да, завидует, но человек, она неплохой. Просто такое временное помутнение у нее произойдет. Дело, конечно, ваше, как поступить, но здесь такой совет: не спешить. Дать, может быть, испытательный срок, да, может быть, исправиться. Вы поговорите честно, да, без всяких обиняков. Объясните свою позицию, объясните, что вам конкретно не нравится.
Возможно, эта женщина вам что-то скажет, вы слушаете ее позицию. Вижу, что не нужно вам ссориться и не нужно вам расставаться. В этом деле нельзя спешить. Но решать, конечно, вам. Так, чуть выше. Сердечко от кого-то вы получите. Ну, здесь либо сердечная благодарность, да, кто-то вам выразит благодарность, которая у него на сердце, ну, либо человек вам признается в своих чувствах. И то вам будет приятно. Праздник вижу у вас. Вы на этом празднике либо самый желанный гость, либо это ваш праздник. В вашем доме, например, будет происходить. Либо по случаю ваших именин будет происходить. Обязательно оденьте какой-то оберег на свой праздник. В этот день вы будете очень очаровательны и очень красивые. И много-много глаз будет на вас смотреть. Не все глаза добрые. Вам обязательно нужно будет себя защитить. Не хотите на следующий день там, заболеть, либо с какой-то проблемой случиться, придумайте, купите, приобретите, сами сделайте себе оберег. Вот. И именно в этот день, день праздника, вот какие-то чужие злые глаза будут на вас смотреть, завистливые глаза. Вы обязательно должны себя защитить оберегом. Именно себя. Так, голубка. Голубка раненая была. Ну, я так понимаю, что это что-то в семье, в отношениях произошло. Как мужчина женщине рану нанес, и рана долго не заживала. Смотрите, голубку голубь обидел, зато ясный сокол вылечит. Вот так не идет. И, в принципе, это на одной плоскости рисунок лежит с вот этой парой. Да? Скорее всего, женщина была обижена мужчиной, один обидел, зато другой вылечит. Вы на голубя обижались, а теперь ясный сокол в вашу жизнь придет. Очень красивый, сильный и действительно достойный мужчина девочки идет. Для того, чтобы вас и полечить, и полюбить, и холить, и лелеять, и баловать, и жизнь свою вам посвятить. Здесь мужчина либо знакомиться придет, либо в своих чувствах уже вам откроется, да, сделает вам предложение. Ну прям сокол. Очень хорошее, теплое предсказание. Так, лошадь. Худой человек на лошадь забрался. Ну, у кого проблемы с работой были, скорее всего, вы свою работу найдете, либо подработку найдете. Попроще станет, полегче станет. Худоба уйдет, да, нужда уйдет, отступит. Смотрите, у вас кто-то на эту лошадь еще и подсаживает. Да? Не просто так вы на лошади. Кто-то подсадит, кто-то поможет с работой. Кто-то из тех, кого вы знаете. Неравнодушный человек, открытый человек. Вот поможет вам кто-то. Вам, либо вашему близкому. Так, еще вижу много работы. Либо по дому много работы будет, либо, ну, допустим, у вас там сад, огород, может быть, вы фермер, да, много будет работы, много времени вы будете проводить за работой. Но вы это все для себя делаете. И вижу, что хоть вам и тяжело, но вы все делать будете с улыбкой, потому что вы удовольствие будете получать, например, от того, что урожай хороший, да, урожая много. Либо что вы красоту в своем доме наводите, порядок наводите. Прям работа будет вот тут ускориться. Вам тут и ангелы помогают. Летучая мышь. Летучая мышь кружить над вами будет. Это какие-то новости плохие, либо предвкушение чего-то плохого. Знаете как? Покружит и полетит. Не к вам она летела, не к вам, не на вас она должна сесть, да, не вам плохие новости принести. Тут либо какая-то ошибка, либо действительно вот как случайность произойдет. Вижу плохие новости, но они не для вас и не про вас. Вот чтобы вы дурного в голову не брали. Еще какое-то чудесное событие случится. И именно в семье происходит чудесное событие. Его нельзя описать словами.
Но его ощущает сердце, и душа ощущает. Ну, тут как чудо, проявление, явление, какое-то избавление. Вот то, что мы называем чудом. Это произойдет именно в семье. Вот где семья, мама, папа, дети, в таком ключе, именно в такой семье произойдет. Все ощутят прикосновение чуда. Все ощутят. И даже если вы не верующий человек, вы после этого события поменяете свою точку зрения. В чудеса точно поверите. Не могу конкретно вам объяснить, что произойдет. Этого не показано. Опять же, вы все разные, у каждого свое будет. Но вы точно назовете это чудом. Вижу, бокал упал, но не разбился. Упал и не разбился. Ну, во-первых, чувства не прошли, не ушли. А во-вторых, люди, ну, я так понимаю, не разойдутся, не разведутся. Здесь как друг другу второй шанс дадите. Да, возможность сохранить эти отношения. Ну, потому что чувства есть. Ну, не может разбиться бокал, пока чувства есть и пока они взаимны. Если вы вдруг по какой-то причине там в паузе находитесь, разъехались, не общаетесь, не встречаетесь, вот в августе вы друг другу еще один шанс дадите. И именно друг другу. Кстати, по перевернутому бокалу еще может проиграться, что кто-то с алкоголем завяжет, либо с какой-то вредной привычкой. Да, это не обязательно алкоголь, может быть, вы там, не знаю, курили, да, либо вы обжорством на ночь занимались. Но что-то вы такое делали нехорошее, да, вот завяжете вы, либо ваш близкий человек. Как отказ, да, я больше этого не делаю, да, я больше это не употребляю в таком ключе. Голова с плеч. Знаете, с размаху кому-то голову снесете. Ну, в переносном смысле, не пугайтесь. Словом, не делом, словом, какое-то слово скажете, либо предложение, да. Причем это не какие-то там специфические слова, там не заклятие, не проклятие. Просто вот вы что-то скажете, и у человека прям голова с плеч слетит. Настолько это произведет впечатление, настолько это будет мощно. Человек сам себя теряет, да, голову с плеч теряет. Словом, не делом, словом. Кого-то прямо обезоружите, либо человек для вас безопасным станет. Не сможет вам там ни сопротивляться, ни какие-то гадости делать. Еще я вижу женщину, которая узницей в своем доме станет. Женщина, с кем у вас ссора была, либо конфликт очень серьезный у вас с этой женщиной. Причем конфликт, возможно, у вас произошел в прошлом месяце, либо, может быть, несколько месяцев назад, а именно в августе она узницей своего дома становится. Ну, либо болеть будет, либо вообще из дома выходить не станет. Ну, разные могут быть причины. То есть вы ее особо и не увидите. Она все время будет сидеть в 4 стенах. И точно вам нигде не попадется и не встретится. Да ее вообще мало кто видеть будет. Что-то с ней будет происходить. Она именно закрывается в собственном доме и там сидит, никуда не выходит. Встреча радостная идет. Здесь родственники будут встречаться, по какому-то случаю будут встречаться. Вам ваши родственники хороший подарок сделают. Это не обязательно какие-то красивые там безделушки, это не обязательно, допустим, там что-то красивое, упакованное. Это может быть подарок, который можно использовать, применять. Подарок в виде какой-то, может быть, даже техники, там, бытовой техники. Какая-то нужная вещь, вот, нужная и полезная, что вас очень сильно обрадует. Хороший подарок будет у вас, хороший. В самом венце вы переворачиваете какую-то страницу большую, я так понимаю, страницу своей жизни. Что-то закончилось, при этом что-то начинается. Как новую главу начинаете писать. Причем писать так, как именно вы этого хотите, потому что вы с правой стороны стоите. Не принимаете смиренно то, что вам судьба диктует,
а сами пишете то, что вы хотите, то, что вам хорошо и то, что вам приятно. Ну, такая привилегия вам будет дана. Дана за вашу доброту, за вашу жертвенность, за чистую душу, за доброе сердце, за руки золотые. Вы это заслужили. Вы это прям почувствуете. Вот будете о чем-то думать, задумали, получили. Да, вот в таком ключе у вас будет происходить, как сами пишете на страницах своей жизни. Хороший знак, очень хороший знак. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.